сегодняшний июльский теплый вечер продолжается. К сожалению, наша с вами встреча завершается. И мы вам говорим до свидания, до новой встречи. Сывы булар, кепредер булычень. Сывы булагас. Но это не все. Для нас приготовили сюрприз. И слово передаю вашим руководителям. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, односельчане. Добрый вечер, дорогие наши гости. Мы от всей души рады за то, что вы уважили нас и посетили наш Кумтаркалинский район, селение Кармаскала. Спасибо вам за то, что вы показали свои обычаи, свой обряд. Мы желаем вам всех благ и больших творческих успехов. Ну а вдобавок мы хотим еще несколько номеров, свои номера для вас спеть и станцевать. Для вас поет методистка Дома культуры селения Кармаскала Исаева Гуля.
seni любого малого, перемели веселой большую голова, перемели веселой большую голова, перемели веселой большую голова. Спасибо всем. Спасибо. Выступят старшая группа ансамбля «Сарихум».
Ну а сейчас мы даем слово нашей гости из Чувашии Светлана Азамат. Добрый вечер. Я прошу прощения, что я выхожу к вам без своей национальной одежды. Я заболела, не хотела выходить, но пока сижу в зале, смотрю, и мне так нравится, так тепло, так светло. Мы благодарны от всей души вам за ваше гостеприимство, за ваше такое великодушие по отношению к родственному нам народу, чувашскому народу. Ну, мы никогда не могли подумать, что встретимся с вами, что будет оказан такой прием. И я, конечно, здесь представляю Министерство культуры Чувашской Республики. Я поэт, композитор, журналист. И мне очень хочется сегодня передать вам огромный привет от всех поэтов, от всех писателей нашей Чувашии. Я хочу сказать, что в составе нашей делегации приехали и журналисты, и художники, и директоры музеев. Я сама тоже являюсь директором Чувашского литературного музея имени Константина Иванова Чувашской Республики. Понимаете? Мы сегодня посмотрели музеи, мы убедились, как мы велики. Велики духом, что сумели сохранить богатство наших древних предков. И в этом наша мощь, в этом наше величие. Я хочу сейчас вам немножко подуть на своей любимой дудочке. Это горы, это эхо, это наше соединение с нашими предками. Отчизна, Родина, ты для меня это все. Все, что я вижу, все, чем живу. То, что о детях своих лопачу, что вышиваю и шью и вяжу. То, что к родным с угощением хожу. То, что родителей боготворю, сердце избраннику счастье дарю. Родина милая, небо, земля, я пред тобою, пылинка твоя, пылинка пылинкой, но только не студь меня с той дороги, коль вышла я в путь. Я песня живая, росинка земная, Чувашского края, былинка твоя, в правдивости, чести могу присягнуть с тобою, с людьми я, и в этом вся суть. Дорогие мои, писатели и поэты всегда переводили друг друга. У меня нет перевода на чувашский язык вот этого стихотворения, но это нагайская поэтесса Кадрия. Была у вас такая замечательная поэтесса. Так ведь, да? Это тоже наш родственный народ. И вот у нагайской поэтессы Кадри есть такие стихи, которые я вам хочу прочитать. Чем бы стала земля без цветущих садов, без полей золотистой пшеницы? Чем бы стал небосвод, если б меж облаков не парили влюбленные птицы? Что бы сделалось женщиной без доброты и без теплоты беспричинной, а без женской любви, без ее теплоты? Что бы сделалось в мире с мужчиной? И, дорогие мои, короткое стихотворение на моем родном языке. Езыки Лайман, Ебеди Лайман, Эмелеке Шага Денджере. Пурнаш Юра Юрия, Шербен Шушуре, Юге, Тибе, Юля, Пулевал Денже. Езыки Лайман, Ебеди Лайман, Пурнаш Чанчанда, Перти Фармар, Кески Марти Сенти, Щит Мелешит Сенти, Кебер Щит Мельшуча, Шукшал, Щит Мельмар. В армии, Каскею Пули Пурнашуля, Пурнчук Мешасов Насмар, Езыки Юлайман, Ебеди Юлайман, Парлечухаль, Парнебри, Мешень Савасмар.
Спасибо огромное. Таима Бушсире, Тауда Бушсире. Ну а мы с вами, дорогие наши гости, не хотим прощаться. Мы говорим вам до новых встреч.